Құрметті Карим Кажимканұлы, құрметті әріптестер. Карим Кажимканұлы, сіздің тапсырмаңызға сәйкес 2020 жылдарға дейінгі Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарының негізгі бағыттарымен тығыз байланысты мемлекеттік басшысының тапсырмаларын іске асыру картасы дайындалды. Осы картаны енгізу тұтастай алғанда еліміздің әл-ауқатының тұрақты және орнықты өсуіне сөзсіз әкелетін, анық нәтижеге жеткізетін жұмысты көрсетуге бағытталған. Разрешите остановиться на основных положениях карты. Карта содержит 7 основных направлений развития и нацелена на ускорение диверсификации экономики, посткризисное развитие, продовольственная безопасность, инвестиции в будущее, услуги для граждан, развитие системы государственного управления, международное сотрудничество и интеграция. За каждым направлением определены ответственные заместители премьер-министра. В рамках реализации форсированного индустриально-инновационного развития планируется до 2014 года реализовать 294 инвестиционных проекта на сумму 8,1 триллиона тенге. В том числе в этом году ввод не менее 192 проектов. Будет разработан комплексный план энергоэффективности. Кроме того, будет создана национальная геологоразведочная компания и внесены предложения по созданию агентства по атомной энергетике. Для развития транспорта работа будет направлена на строительство новых железных и автомобильных дорог, создание конкурентного рынка воздушных перевозок и расширение транзитного потенциала страны. Глава государства поставил задачу обеспечить ежегодные темпы роста экономики не менее 7%, что позволит Казахстану в ближайшие 5 лет войти в группу стран с высоким уровнем дохода. Мы сконцентрируемся на развитии предпринимательского и инновационного потенциала. Так дополнительно на 30% будут сокращены лицензии и другие разрешительные документы, а также контрольно-надзорные функции госорганов с целью оптимизации проверок, что позволит упростить административные барьеры и улучшить бизнес-климат страны. Эту работу мы проведем совместно с Министерством юстиции и Ассоциациями предпринимателей Казахстана. Министерство экономики совместно с Министерством индустрии и новых технологий будет разработан план привлечения инвесторов с подключением к этой работе казахстанских дипломатических и межправительственных комиссий. По направлению развития финансового сектора будет предложена программа народного IPO, которая предполагает размещение среди населения акций национальных компаний, входящих в АО ФНБ «Самрук-Казына». Для формирования надежной правовой среды ожидается принятие мер по искоренению взяточничества во всех правоохранительных органах и судебной системе, дальнейшему совершенствованию судебной, правовой и правоохранительной системы. Другим приоритетным направлением станет развитие аграрного сектора, продовольственной безопасности, эффективное использование земельных ресурсов, в рамках которого будет реализован проект по развитию мясного животноводства, проведена ревизия всех земель сельхозназначения. По направлению инвестиций в будущее основой нашей работы станет принятие мер, направленных на повышение качества человеческих ресурсов, услуг образования и здравоохранения, обеспечение безопасных условий трудовой деятельности, расширение сферы социального обслуживания. В сфере образования необходимо усилить контроль качества обучения в учреждениях среднего образования. Кроме того, на сегодняшний день наиболее актуальным вопросом является поддержка молодого поколения и вопрос трудоустройства балашаховцев, а именно достойные выпускники этой программы будут выдвигаться и работать на ведущих должностях. Основным ответственным в этом вопросе будет Министерство образования и науки. Министерство экономики будет координировать работу министерств и национальных компаний, холдингов в данном направлении. В сфере занятости Министерство экономики совместно с Министерством труда и социальной защиты населения до августа 2012 года планирует разработать единый механизм системного планирования баланса трудовых ресурсов. В текущем году будет принят комплекс мер по внедрению принципов открытой миграции для высококвалифицированных трудовых ресурсов. Ответственно по этому вопросу определено Министерство иностранных дел совместно с Министерствами внутренних дел, труда и социальной защиты. В целях совершенствования политики развития жилищного коммунального хозяйства будет проведена масштабная модернизация систем вода, тепло, электро- и газоснабжения с учетом оптимальной модели жилищных отношений. Данные меры будут реализованы через программы обеспечения населения качественной питьевой водой от БУЛАК и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. В раздел по развитию системы государственного управления включены поручения главы государства по совершенствованию фискальной и бюджетной политики, передачи полномочий органам местного самоуправления. Особое внимание будет направлено на формирование кадрового резерва из наиболее талантливых, перспективных и преданных государственной идеи высококвалифицированных специалистов. Министерством связи и информации будет разработан комплекс мер, направленных на увеличение количества и улучшение качества оказания государственных услуг ЦОНами.
В сфере международного сотрудничества будет продолжена работа по развитию таможенного союза и единого экономического пространства. Құрметті Карим Кажимканұлы, осы картаны іске асыру үшін жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар белгіленді, айқын мерзімдерін іс-шара жоспары әзірленді. Осы ақпарат картаны мақұлдауды және үкіметтің сайтында орналастыруды сұраймын. Мемлекеттік органдар, мемлекеттік басшысының барлық тапсырмаларын бақылауға алсын. Қолдауыңызға сұраймын. Назарларыңызға рахмет.